Программа «Актуальное интервью». С вами Дарья Короленкова. Здравствуйте. Основные работы по ремонту, капитальному ремонту и реконструкции объектов на республиканских дорогах выполняются по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Проект направлен на создание комфортной и безопасной среды для жизни людей. Об основных задачах по реализации национального проекта мы сегодня поговорим. Наш гость в студии Владимир Сивцев, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия. Владимир Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, Дарья. Давайте поговорим насчет того, что какая сейчас основная задача стоит перед Министерством транспорта Якутии именно по реализации самого нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в этом году. Да, безусловно, основной задачей это будет выполнение целевых индикаторов национального проекта. Он направлен на приведение в нормативное состояние региональных дорог и опорной сети дорог республики. Он направлен на приведение в нормативное состояние дорог городских агломераций, это города Якутска и наших 4 крупных городов, и направлен, безусловно, на повышение безопасности дорожного движения. Но если говорить о дорогах, то общая протяженность дорог, которые должны быть отремонтированы, 94 километра на этот год. Из них 75 – это республиканские дороги, 12 километров – это наши крупные города, и еще 7 километров – это дороги города Якутска. Везде, по всем объектам работы начались, идут в календарном графике, и дорожники приобрели, соответственно, имеют все необходимые материалы, технику, людей. Вместе с тем, безусловно, конечно, есть в том числе трудности. Они связаны в первую очередь с стабильным и своевременным финансированием. Значит, напомню, что в прошлом году, по итогам прошлого года, Дорожный фонд республики недопоступило порядка 3 миллиардов рублей. Это скорректировало практически многие планы по текущему году. Мы, безусловно, конечно, уже практически полностью закрыли всю кредиторскую задолженность за прошлый год. Вместе с тем, в текущем году все же проблемы с финансированием сохраняются. Но уверен, что дорожники справятся с поставленными задачами, хотя есть объекты, можно о них сказать, которые хотелось бы реализовать или завершить уже в этом году, но они, к сожалению, до конца завершены не будут. Вместе с тем, какие-то этапы из них будут сделаны. Ну, например, улицы Дежнева и Аюнского будут продолжены, но до конца не завершены. Отдельные участки будут сделаны. То же самое с улицей 50 лет Советской Армии. Безусловно, будем помогать городу в части финансирования для того, чтобы уже уложить первые участки в асфальтобетоне, но объект переходной, он должен быть завершен только в следующем году. Если говорить, продолжить о городе Якутске, то здесь, безусловно, один из самых значимых таких центральных улиц – это развязка между улицей Хабарова, Ефимова и Ярославского. Эти объекты должны быть завершены в этом году, работы там активно ведутся. По улице Хабарова тоже планируем, что уложим первый слой асфальта в районе площади Победы. И есть еще несколько значимых объектов по городу Якутску. Это, например, подъездные пути к адаптивному центру образования. К сожалению, региональная дорога у нас на участке от Владимировки до Табаги, к сожалению, в этом году в условиях недостатка финансирования практически работы выполняться не будут. Все перенесено на последующий 27-28 год. Если говорить
основных республиканских магистралях. Это работы продолжаются на региональной дороге Амга, участок возле Чуи, сейчас в капитальном ремонте. Это работы по Мухтуе в районе Северной Нюи. Работы продолжаются на региональной дороге Нам, Анабар возле города Удачного. Соответственно, на основных республиканских дорогах работы продолжаются, и мы видим, что там работы будут обязательно выполнены. Кроме того, хотелось бы отметить, что будут введены два значимых моста Улах и Куранах на региональной дороге Яна. И эти работы были начаты еще в прошлом году, но в этом году завершатся. И они обеспечат как раз круглогодичное сообщение с селом Тополиным. И далее, соответственно, продолжаем работу по зимнику Яна до Батагая. Надо отметить, что в этом году круглогодичный зимник был пробит от города Верхоянска до села Бала, и проектно-изыскательские работы по этой дороге продолжаются. Владимир Михайлович, что насчет улицы на Октябрьской? Когда завершается, все идет по плану? Это улица Аюнского и участок от Петровского до Октябрьского. Да. Сейчас город и подрядная организация, соответственно, меняет земполотно, переустраивает коммуникации. Участок этой улицы Аюнского от Каландрашвили до Петровского будет в этом году обязательно заасфальтирован. Вместе с тем, с улицы Петровского до улицы Октябрьского она останется в переходном типе, и, соответственно, асфальтирование запланировано только на следующий год. Владимир Михайлович, какие вот сейчас меры предпринимает министерство для именно повышения безопасности дорожного транспорта уже? По безопасности дорожного движения, да, мы тоже, это немаловажный фактор, ежегодно реализуются мероприятия по установке дорожных знаков. Их в этом году порядка 677 установок. Барьерного ограждения в этом году порядка 12,5 километров планируется на основных дорогах, на опасных участках. Надо отметить, что нами утвержден 5-летний план по установке наружного освещения вдоль населенных пунктов, там, где проходят республиканские дороги. В этом году вдоль 8 населенных пунктов такое наружное освещение будет установлено. Это, например, город Удачный, поселок Касылсыр, село Асыма в горном районе. Нужно отметить, что в том числе мы внедряем искусственный интеллект. Искусственный интеллект сейчас внедрен в автоматические пункты весогабаритного контроля для выявления владельцев автотранспорта, которые проезжают, к сожалению, злоупотребляя и нарушая правила весовой нагрузки, снимают государственные регистрационные знаки, как-то их завешивают и так далее. И вот там внедряется система искусственного интеллекта, чтобы распознавать владельцев таких автотранспортных средств. Ну и нужно сказать, что мы с прошлого года сформировали серьезную базу данных, и сейчас также в пилотном режиме внедряем искусственный интеллект для предиктивного анализа дорожно-транспортных происшествий, то есть на базе исторических данных с учетом погодных условий, прогнозируем возможные участки концентрации ДТП, наиболее аварийные участки в тот или иной период времени, соответственно, при текущих погодных условиях. Внимательно сейчас работаем по прогнозу май-июнь, прогнозируем сейчас июль, отрабатываем вместе с управлением госавтоинспекции и владельцами наших дорог, республиканских федеральных дорог. Владимир Михайлович, вот какие работы сейчас в этом году будут проводиться на именно сети автомобильных дорог, именно местного значения?
Да, по муниципальным образованиям мы вот в последние 5 лет активно обращаем внимание и уделяем, соответственно, средства для ремонта муниципальных, межмуниципальных дорог и, соответственно, внутрипоселковых дорог. Во многих селах впервые появился асфальт, и нужно сказать, что в прошлом году был абсолютный рекорд по республике. Это 114 километров, введенных после ремонта дорог в 28 муниципальных образованиях. В этой трехлетке у нас предусмотрено порядка 2,2 миллиарда рублей. Только в этом году 986 миллионов, и в этом году будут отремонтированы дороги, порядка 47 километров дорог в 24 муниципальных образованиях. Это, к примеру, это в селе Мая, улица Алданская, это в селе Урасу, Центральная и Советская. Это, соответственно, улица Южно-Якутская будет введена в городе Нерюнгри. Вместе с тем нужно отметить, что начинаем тоже значимые объекты, например, центральные улицы, такие как улица Ленина в поселке Уснера Аймиконского улуса. Кроме того, нужно отметить, что в этом году начинается реализация 2 мостовых переходов на продолжающемся ремонте межмуниципальной дороги Ортосуд-Кептин в горном районе, там мост через Норалджима. И, как вы знаете, в прошлом году в районе села Хатыстыр на речке Селигдар был разрушен мост, и, соответственно, в Алданском районе возле этого села начнутся работы по возведению нового моста. По круглогодичному наземному сообщению, вообще в целом по мостам, мы ежегодно предоставляем на безвозмездной основе муниципалитетам средние автомобильные разборные мосты, так называемые САРМы. В прошлом году, в этом году мы предоставили порядка 8 мостов для 8 районов. Это Вамгинский, Татинский, Чурапчинский, Горный, Сунтарский районы. На безвозмездной основе передали такие мосты, и мы эту работу дальше продолжим. Мы планируем производить эти мосты здесь, соответственно, и продолжим эту программу поддержки муниципалитетов. Владимир Михайлович, надеемся, что все объекты будут завершены в срок, несмотря на трудности. Спасибо, что посетили и пришли к гости. Спасибо. Я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.